Коровы, овцы, гуси, куры и пчелы. Всех и не сосчитать, но Али Альдиев знает каждую зверушку поименно. Теперь он фермер со стажем. Мысли о том, чтобы заняться разведением крупного и мелкорогатого скота, были еще в молодости, но всерьез взялся за дело 10 лет назад. Хорошим подспорьем послужил грант на 1 миллион рублей, который он получил в 2015 году. Вложил всю сумму рационально и теперь полностью погружен в процесс. Утро начинается с самого хорошего. Это в первую очередь, это прежде чем чай попить самому, естественно, надо за домашним скотом посмотреть. Это в корм, потом если зерно, если сено даешь сено, если сена нету, то солому. И вот каждое утро так. Кормить стадо овец и коров – дело не из легких и не из самых дешевых. В летний период скот пасется на пастбище под присмотром пастуха, а в зимнее время приходится запасаться продовольствием. В год он стабильно закупает 1500 пачек сена и 35 тонн кукурузы, ячменя, зерна и овса. Одна корова также потребляет до 30 литров питьевой воды в день. К рациону животных фермер подходит очень тщательно. По нарастающей я кормлю и смотрю, кто как усваивает, не усваивает, добавить ему надо или урезать надо. А чем чревато вообще неправильное кормление? Чревато последствия, это может гибель скота, гибель мелкорогатого скота, если ты перекормишь. Лучше не докормить чуть-чуть, уже ты более уверен, что животным ничего не будет. Али – приверженец экологически чистого продукта из корма питомцев, исключает искусственные углеводы и белки. Этим и объясняется спрос, превышающий предложение. Всего на ферме 24 голов крупного рогатого скота и 24 мелкорогатого, 35 пчелиных семей и 70 кур. В год он получает около 5 тонн мяса, реализует 20 голов мелкорогатого скота и 150 кур. Домашний скот, если мясо домашнее, большинство людей приходят и прямо на месте забирают скот. Это самая лучшая реализация. Или же раздаем по магазинам, и по магазинам уже реализуем. В планах у Али поставить ларек возле своего дома с мясомолочными продуктами. Хочет в ближайшем будущем расширить свою ферму. Зимой его владение посетил глава региона. После осмотра дал поручение Минсельхозу выделить землю для развития собственного дела. Также появятся рабочие места. Если мы чисто содержим скот у нас дома, это чистый продукт для населения. И легко, не надо уже думать, откуда привезли, какого происхождения продукт. Чисто местное производство. У Али также имеется и сельхозтехника, мелкий комбайн «Немка», трактор МТЗ-82, грузовик ГАЗ-50 и различные прицепные агрегаты, сеялка, культиватор и прессоподборщик. С новыми землями ему не придется закупать продовольствие для кормления скота, и останавливаться на этом он тоже не собирается. Планы на будущее реальные, мотивации для их осуществления достаточно. Жарадат Хулхоева, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.